С вами снова канал Северный Острог, и сегодня речь зайдет о якутском призраке оперы, чью личность связывают с Екатериной Афанасьевной Захаровой, Сахакюригая, что в переводе с якутского языка означает якутский соловей. Эта девушка, она отличалась очень красивым голосом. Она родилась 9 июля 1920 года. И говорят, что ее смерть была связана с ее ролью, которую она исполняла. Дело в том, что она исполняла роль дочери Абага Кыс-Кыс-Кайдана, точнее, она играла роль демоницы. И говорят, что когда исполняла она вот эту роль, она становилась сама не своя. И вообще про Екатерину Захарову говорят, что она была очень талантливой. И был слух такой, то, что от ее голоса трескало стекло на люстрах и посуда. Также еще говорили о том, что у нее был раздвоенный язычок в горле. Поэтому у нее был такой особенный голос. Но правда это или нет, сейчас, конечно, выяснить уже невозможно. Но известно то, что у нее была итальянская соловьиная трель, которая передавала ее голосу особенный окрас. И однажды вот ее попросили открыть рот, и тогда увидели вот в горле у нее раздвоенный язычок. Теперь, что вообще как бы известно о ее смерти? Известно то, что в 1944 году Екатерина уехала учиться в Свердловское музыкальное училище. Училище было очень холодное, и сырой климат ее просто добил. Она стала болеть все сильнее и чаще, и ей пришлось вернуться в Якутск. В мае 1945 года она умерла. Земляки Екатерины рассказывают, что Катя еще за год до смерти уже знала о своей близкой кончине. И летом в Амге организовали сэх. Это национальный народный праздник летний. И народный поэт Кюннюк Урастыров и нарком военных лет Чемизов Василий Назарович и Екатерина Захарова, они поехали в телеге, в которой была запрещена лошадь в Амгу. На обратном пути Екатерина спела прощальную песню своего сочинения на мелодию арии Аи Умсур Удаган, сестры Нюргун Ботура. Она прощалась с родными местами. Все люди плакали. Это была ее последняя поездка на родину. Среди их современников ходили мистические легенды о причине ранней смерти. Артисты в то далекое военное время часто ездили на гастроли на грузовике. Другого, более комфортного транспорта тогда попросту не было. И однажды они возвращались из Покровска, по обыкновению пели хором какую-то песню. Сильный звонкий голос молоденькой Кати заметно выделялся из хора. Машина, дребезжа кузовом, подъезжала к знаменитой сопке Чучур-Муран. И на этом месте все неожиданно услышали, что из-за горы им стал вторить чей-то очень сильный голос. Все, кроме Екатерины, испуганно замолкли. Одна она продолжала заливаться соловьем. И вместе с ними ехал один пожилой артист, который стал подбадривать девушку. Мол, держись, теперь с тобой соревнуется сам дух горы. Ты должна его перепеть, по что бы то ни стало. Но получилось, что перепеть духа горы Екатерине не удалось. Она закашляла и замолчала. И тогда из-за горы раздался страшный хохот. В том же году девушки не стало. Туберкулез, из-за которого она бросила учебу, вдруг вспыхнул с новой силой, и организм, ослабленный военным голодом, не смог противостоять тяжелой болезни. Как вспоминают очевидцы, хоронили певицу в ясный солнечный день. Во время панихиды со стороны Чучур-Мурана вдруг взметнулся сильный вихрь. И 3 раза, обойдя гроб с телом артистки, улетел обратно. Возможно, это был дух горы, забравший душу молодой певицы. А иные считают, что в день похорон природа сбунтовалась против такой великой потери. Несколько минут бушевал сильный ветер, ураган. Об этом в своем стихотворении «Последний путь Екатерины Захаровой» написал поэт Кулачиков Иллей. Еще есть другая печальная история. Через некоторое время после смерти Екатерины Захаровой в театре стали слышать ее пение. Некоторые даже видели ее фантом. Посоветовавшись со стариками, решили наведаться на могилу девушки и увидели, что она была разрушена и раскопана. В те страшные голодные годы бесчеловечные мародеры раскапывали могилы зажиточных известных людей.
Воровали драгоценности и хорошую одежду и продавали. После того, как могилу привели в порядок, дух покойницы перестал наведываться в театр и беспокоить своим пением бывших коллег. Много еще мистических легенд и историй было сложено о безвременно умолкнувшем якутском жаворонке. Кстати, да, небольшая ошибка. Она была не якутским соловьем, она была якутским жаворонком. В 2020 году исполнилось 100 лет со дня рождения Екатерины Захаровой. Легенды о талантливой и необыкновенной певице живут в памяти народа до сих пор. И что я еще хотел сказать? В предыдущем видео я как раз рассказывал о том, что со мной произошло очень такое страшное явление, когда мне отшибла память в этом здании, где говорят, что появлялся ее призрак. Это здание Свято-Троицкого кафедрального собора, который был театром эстрады, то есть где пела Екатерина Захарова. То есть, возможно, я сталкивался с ее призраком, но точно я ничего об этом сказать не могу. Но я знаю то, что меня в детстве очень часто после того случая преследовали звуки чего-то пения. У меня постоянно были слуховые галлюцинации. Вот такие вот дела. И еще хотел сказать то, что... еще хотел сказать, извините за заминку, еще хотел сказать то, что есть еще с пением связанная еще одна легенда. Об этом я запишу совершенно отдельное видео. Это видео будет называться «Пение Илбискыга», то есть пение кровожадного якутского божества, с которым иногда люди сталкиваются. И с этим как раз таки связано поверье о том, что ночью на природе нельзя громко петь, иначе можно привлечь к себе внимание потусторонних существ, и они могут начать с тобой соревноваться. Вот такие вот дела. До встречи.